что, ребят, всем привет. 12 декабря, очередная рыбалка. Но сегодня, ребята, первый выход моего железного коня. По предыдущему ролику видели, что привез я наконец-то новую мотособаку. И сегодня ее первый более серьезный выход, так скажем. А пока на обкаточке немного покатался по поселку. Ну, по дорогам, соответственно, сильно не полетаешь. Снега до сих пор у нас, ребят, нету. 12 декабря 10 сантиметров снега как выпало в ноябре, наверное, так и до сих пор продолжаются. Зато стоят хорошие морозы, люди хотят морозов, потому что некоторые водоемы не замерзшие. А у нас морозы лютые, 20-ка, а вот сегодня тепло, 8 градусов. И сегодня решили съездить порыбачить. Жду Женю. Женя сейчас на своем БТСе подъедет и пойдем вдвоем. Снега мало, ребята, кочки, вот эти бурелаки, они все еще открыты. И все это хорошо промерзло, и это очень сложно. Жалко мотособаку, ну, подвеску, сани, склизы, все это портится, конечно. Ну, охота пуще неволи, как говорится. Сегодня пойдем на Верховье. Сегодня хочу половить конкретно ельца. Вот именно прям ельца. Ну, ставлю себе задачу какую-то рыбу поймать. Если едем за щукой, значит щука. Если едем за плотвой, значит плотва. А если елец, значит елец. Верховье он как раз клюет, и клюет неплохо. Поднимемся, не знаю, может километров 10 от поселка. И, наверное, пойду по реке, ребята. Доберемся до речки и выйду на лед. Уже все перекаты промерзли, наверное, и пойду по реке. Чем вот трястись по этим болотам, кочкам. Пойдем по реке. Пускай немного больше по поворотам, но зато это все поровнее и скорость побольше. Ну, как скорость? Скорости особо не буду давать. 2 бака надо прожечь. Ну и посмотрим, как он себя покажет. Взял по минимуму кан, ящик, рюкзак там с продуктами, бур, бензин, все, больше ничего не брал, ни палаток, ничего. Сегодня такой лайтовый выход. Ну и попробуем. Кстати, взял кан, возможно, будем добывать живца еще. Ну, в перемешку, если будет клевать, то будем собирать его. Потому что живец, он всегда нужен, ребята. Он всегда нужен, тем более сейчас приобретение техники будем ездить. Ну, как раз обещают снежочек. Хотя бы сантиметров 10 еще бы напылило, чтобы где-то можно было уже более-менее двигаться. Потому что даже на реках торосы, они еще торчат. Это очень сложно. Все, предлагаю, ребята, прокатиться со мной. Так что, как обычно, чаечек, может, что покрепче. Лайкосик, не забываем, родные. Ну и на просмотр. Фара уже не светится, значит заводимся потихоньку. Здорово, Женек. Че, прям? Все, погнали. Все, едем. Вот эти, ребят, бурелаки, вот мы ждем, когда вот этот снег будет, когда вот это все засыпет. Потому что вот это, видите, издевательство.
и над собакой, и над собой. Но приходится ездить. А вот и спуск, ребята. Здесь уже тоже катались уже. Уже по реке пойдем. Погнали! Все вроде, ребят, прибыли на точку лова. Ах, кормилец. Красавчик. Руки в тепле, подогрев, ребята. Блин, классная вещь, да, реально работает, блин. Ладно. Так, ребят, ну что, падаем. С местом определились. У Женьки точки стоят прошлогодние. Наконец-то взял ящик. Мишанька подъехал. Все. Я все не любил этот ящик, блин. Постоянно. Ну, сейчас с техникой можно. Можно ходить. И... Зато все удобно. Фонарь у меня замерз, блин, зараза. Ладно, разгребаемся потихоньку. Так, ребят, у меня ножи надо менять. В этом году зашуговало, блин, с песком. Да, есть комплект. Потом поменяю. Сейчас у Мишани возьму. Торос. А? Торос. Торос с песком, видишь, вот. И потом ножам, блядь, хана приходит. Так, будем готовить кармак. Ну, еще темно. Фонарик у меня китайский, блин, зараза сел. Кармачок. И мотыль. Будем замешивать с мотылем. Перемешку. Темно, конечно. Не видно нифига. Так, для запаха. И вот с ваями, ребята. Комбикорм. Мотыля. Так вот. 5 комбикорма. Мотыля. Все, отправляем. Заодно глубину посмотрим. О, 1,5 метра. Ладно, чайку надо спить за прибытие. Все поставили, но еще темно, 8 утра. Тишина пока. Вот, ребята, парни в палатках, молодцы. Но сегодня тепло, нормально на улице, так что не замерзнем. Больше поклевок будет, чем на мормышку. Ну и бывает, иной раз на крючок вообще классно берет. А бывает, да, мормышку, и на мормышку покрупнее выходит.
Ну что, ребят, нас уже рассвело. Подождали, чай попили. 5 капель. 8:30. Тишина пока. На днях здесь хороший клев был, ельца, плотвы. Самое интересное то, что у нас все буры в хлам, блин, просто в хлам. Есть один комплект еще, не поискать рыбу. Вот такие камни, ребята, смотрите, выходят. Черные. Зашуковал в этом году лед вот таким образом, блин. Просто вот черные камни. Не то, что там на день не хватает, просто на 3 лунки не хватает. Ладно, подождем. Посмотрим сейчас. Сейчас поставлю ножи. Попробуем возле бережка поискать рыбку. Да, там окуня-то и брали. Там и жерлицы надо ставить, Жень. Сейчас что-нибудь поймаем, поставишь. Ну, сразу пошел. Ладно, ребятки, я, наверное, буду переезжать. Что не нравится мне. Жалко время терять. День короткий. Поедем повыше съездим. Ну вот, ребят, не знаю, поднялся повыше. Здесь тоже, смотрю, хожено уже. Попробуем здесь. В прошлом году здесь по последнему льду хорошо ловили. Ельцы крупные, плотва. Ладно, сейчас разбуримся, посмотрим. Посидим. Тем более на собаке сейчас можно двигаться, искать. Вот здесь где-то возле кустиков. Да, поиски они такие. Сразу, ребят, зацепик поймал. А, кусты здесь. Сразу здесь поймал. Вот. Не знаю, отцеплю, не отцеплю. Жалко, мормышки хорошие, вольфрамовые. Так, ну что, погулял здесь, там. Тоже мертво. Вообще мертво. Ладно, ищем дальше. Ни одной поклевки я не видел. Наверх подымался. Тут пробовали. Тишина. Хотя здесь, если клюет, то здесь хорошая рыба клюет. Ельцы такие грамм 150. Приехали еще народ. Сели тоже чуть ниже. Ну и там ребята что-то вот такого окуня там пробуют. Ну, мы с Женькой решили спуститься ниже.
поедем, короче, такое беспроигрышное место. Там уже точно уже как-то живца порыбачим. Ну, в целом там уже добьем рыбалку. Так что... Ой, жалко, ребята, снега пока нету. Охота его вот на эти горы попробовать позалазить. Но ничего, обещают скоро снег, так что скоро будет снежок и будем тестировать уже. А так пока все нравится, все равно пока на обкаточке. Что, прибыли на новое место, долетели с ветерком. Сейчас сделаем 3 луночки, сядем. Сейчас не займется, растает. Ну все, ребята, теперь будем ждать, закормились, посмотрим. Ельчик, ребята, первая рыбка за сегодня. Вот это поиски у нас были, конечно, жесткие. Опа. Еще один ельчик. Подошла, что ли, наконец-то. Что это будешь делать? Ельцы подошли. Интересно. Ну, какой елец. Добротный. Ельцы, ребят, смотрите. Интересно, девки пляшут. Не ожидали мы здесь его. За ним специально вверх ездили. А тут снизу. Плотва. Ух ты. Что такое? Что там такое? Какая сорога. Хорошая. Такая сорожка интересная. Все на живца будем брать. Сегодня такой тяжелый день был. С утра целый день искали. Так что будем брать все.
О, ребят, смотрите, кто попался. Пескарь. Это самый лютый живец. Очень живучий. Щука его любит. Пельмени светофора 100 рублей килограмм стоит. Да, слышишь? Но они уже такие обжаренные, да, как чебуреки маленькие. Ну, да. Сейчас. Горячего. Да, висуха написано на сковородку. А жарить будет готово. Огонь. Вот так вот прям сейчас. Опа. Это икра заморская, Жень. Заморская? Да. Давай, Жень. Будем. Ребята, покушали, называется, блин. Ну хоть плавает, блин. Нет никого. Нет никого. Ну, сбило, смотри. Бывают такие случаи. Блин. Удочка плавающая. Да. Ну что, вроде накидаем живца. Вроде как накидаем. Какая машка хорошая. Ух ты, ребят. Ой. Вот это сорога. Вот она, красотка. Шикарно просто. Такую даже в инсту приятно запечатлеть. Есть. О, какой и лес, ребята. Жесть, конь. Коняра просто. Ну, под вечер крупнички выходят. Но этот не пойдет. Этот не пойдет на живца. В любом случае. Мы не в Якутии. Хороший. Что, ребята, просидели до самого позднего вечера. Сейчас будем дорогу бить через большую речку. Посмотрим заодно в каком состоянии. Что да как. Так что как-то оно так будет у нас сегодня. Катушка такая серьезная была. Ладно, что, посмотрим, что мы имеем.